Здравствуйте! Вы на канале Любимый сезон, и с вами я, Оксана Кудинова. Воронеж, центральное Черноземье. Выращиваю все в открытом грунте. Сегодня 22 мая 2025 года, и речь в этом видео пойдет про высокие грядки, про бортовые грядки. В одном из комментариев зрительница попросила показать мои бортовые грядки, из чего они сделаны, и высказать свое мнение по поводу этих грядок. Хороши ли они, стоит ли их делать и использовать. И я пообещала, что сниму такое видео. Кто регулярно смотрит мои видео, знает, что у меня весь участок, вот часть участка, которая выделена под огород, у меня вся в высоких грядках. Отсюда уже можно сделать вывод и предположить, что это вещь хорошая, по крайней мере для меня. Первый плюс, несомненный, ради чего эти грядки были затеяны, это легкость в выращивании в них растений. Когда у меня были грядки вровень с землей, мне было тяжело и высаживать растения, и пропалывать. Сорняки постоянно налетали туда, семена постоянно прорастали. Короче, объем работы был несоизмеримо больше. Приходилось использовать подколенки, вспененные коврики специальные, потому что, например, высаживать я вообще не могла иным другим способом. Я не умею наклоняться так, чтобы доставать, не согнув ноги до земли, а тем более в лунку выкопанную. И приседания тоже не мой конек от лунки к лунке. Поэтому вот так переползала коленками с коврика на коврик и очень страдала, и спина болела. С появлением этих высоких грядок я могу сказать, тьфу-тьфу-тьфу, что я забыла, что такое боль в спине. Иногда, да, спина устает, если целый день на ногах проведешь, понятное дело, тут по грядкам поскачешь, даже по бортовым, как, например, сегодня. Я с 8 до 12 утра поливаю огород, и то не весь. Полила свои помидоры, полила зелень, полила лук, перцы поливала с баклажанами вчера, арбузы, картошку. И, короче, на это у меня ушло 4 часа, и это не считая декоративной части участка. Декоративные растения я еще не поливала. Вот, да, спина у меня устала, и я снимаю это видео сидя, потому что. Попрошу мужа максимальное количество грядок оборудовать в этом году капельным поливом. По крайней мере, помидоры точно все и огурцы. Потому что очень много времени полив занимает. А если лето будет жарким, таким же, как и в прошлом году, я просто с ума сойду тут с этими поливами, целыми днями только буду что поливать. Так, возвращаемся к нашей основной теме, к бортовым грядкам. В этом году я вообще приспособилась. При высадке помидоров я выкопала во всех грядках лунки, заправила их, поставила в каждую лунку соответствующий томат, согласно предварительно утвержденной мной уже схеме. И на маленьком стульчике, на котором я сейчас и сижу, я просто чуть-чуть наклонялась, высаживала томат, закапывала его и передвигалась к следующей луночке. Очень легко и просто было это сделать. И хочу я вам сказать, даже если без стульчика, вот у меня с перцами такой номер не мог пройти, потому что у меня в 3 ряда перцы, баклажаны высажены, а там уже трудно дотянуться до середины грядки со стульчика. Все равно спина так не устает и не болит тем более. Это вот понятно, да? Соответственно, прополка сорняков то же самое гораздо легче происходит. И сорняков в бортовых грядках гораздо меньше. Одно дело, когда вровень с землей, все семена этих сорных трав там и сорняков налетают, и объем работы увеличивается. А когда грядка бортовая, особенно когда она замульчированная, а я планирую замульчировать все грядки, борьба с сорняками занимает минимум времени в самой грядке. Чего не скажешь вот о вот этом пространстве между грядками. Ну, когда-нибудь все-таки я сделаю это и застелю геотекстилем черным.
вот это вот пространство, и мне станет намного легче. Ну а пока так, я плоскорезом или тяпкой вот прохожусь периодически, но еще у меня в этом году руки не дошли прополоть вот это пространство, но обязательно дойдут, может быть даже скоро. Так, теперь дальше, какие еще плюсы? Эти грядки весной прогреваются быстрее и лучше, чем обычные грядки, которые вровень с землей идут. И я их еще ко всему тому же для более ускоренного прогрева накрываю дугами и 60-кой спанбондом, и они прогреваются еще быстрее. Это позволяет нам пораньше, мне позволяет пораньше высадить в грядку часть рассады. У меня первые, вопреки всем правилам, в грядку идут перцы, потому что они уже у меня огромные, они у меня очень быстро растут, рассада. И уже держать их дальше уже в литровых горшках становится невозможным. Первые у меня идут перцы и гномы в грядке. И даже выдерживают морозы, если как следует их укутать. Ну, по крайней мере, те, которые бывают в нашем регионе. Вот. И это очень удобно. Так, хочу теперь сказать про высоту грядок. У меня она 20 сантиметров. Для меня это оптимально, потому что у меня в регионе довольно-таки теплый климат. И бывает очень жарко летом. Не каждое лето, конечно. Лето 23-го года, например, было очень холодным и очень дождливым. Но это скорее исключение из правил. Обычно тепло. Хорошо и жарко, и солнечно. И если грядки будут выше 30-40 сантиметров, то земля в этих грядках будет, мне кажется, пересыхать, сильно нагреваться, что будет пагубно сказываться на корневой системе растений. Но если участок расположен в более северных регионах с более холодным климатом, либо в каких-то низинах, где происходит подтопление, или после дождей слишком влажно, или грунтовые воды слишком высокие, тогда, конечно, грядки нужны повыше. Единственное, что если вы в открытом грунте, ну или где-то там выращиваете индетерминантные томаты, то более высокая грядка просто затруднит, в общем-то, уход за ними, потому что вот 20 сантиметров грядка, и на высоту вот 1,80 м вот этой шпалеры мне, чтобы подвязать томаты и огурцы, я прям становлюсь на эту грядку. Если грядка будет выше, но это будет еще более затруднительно. Зато для детерминантных томатов, даже для полудетов и для всех остальных культур высокая грядка очень удобная. Чем она выше, тем, в общем-то, удобнее с ней обращаться. У меня есть вот такие временные короба, вон там, видите, там у меня растут кички мети, детерминантные томаты Сан-Марцано Мини, вот 2 перчика Фьюджи. В том году мне муж их ставил, у меня там кабачки росли, петуньи, в 2 ящиках кабачки, в 2 петуньи. Я оценила по достоинству удобство этой бортовой грядки высотой 30 сантиметров. За ней ухаживать еще даже намного проще, чем за грядкой высотой 20 сантиметров. Дальше. Эти грядки, когда мы делаем, какой бы высоты они ни были, мы, конечно же, чаще всего заполняем плодородной землей. Ну, как правило, покупным черноземом. Особенно если нельзя похвастаться плодородной почвой на участке. У меня песок. Поэтому у меня в грядках чернозем. Еще я по осени внесла перегной, которому больше 3 лет однозначно, лет 5, наверное. Плюс суперфосфат, плюс сульфат калия. И у меня очень плодородные грядки, и можно видеть, да, как развиваются помидоры. Они развиваются, сказать, что хорошо, это не сказать ничего. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить. Вот перед вами, вот, например, грядка сортов Софии Исааковой, но это просто какие-то монстры. Я подвязывала их на шпалеру в субботу. Сегодня четверг, и мне уже нужно подкручивать. Это не только сорта Софии, но и все остальные томаты тоже. Вот так вот они за несколько дней вымахали. Ну, это еще, конечно, и от погоды зависит, но и, безусловно, от качества грунта, в котором растут. Так, идем дальше. Теперь, из чего можно сделать такие грядки?
Материалов разных много. Кто не ограничен в средствах, самые красивые, эстетичные, невозможной красоты грядки — это ДПК, так называемые. Так уже можно сделать их готовые, купить из оцинковки. Но имейте в виду, чем толще оцинковка, тем лучше будет держать форму эта грядка. У меня муж сделал эти грядки из вот этих вот деревянных вот этих вот, я не знаю, как это, полотен. Он собирал по 10 сантиметров шириной и как бы толщина 30 миллиметров. То есть 2 по 10 из этого сложилась грядка и толщиной 30 миллиметров. Что я хочу сказать? Это, на мой взгляд, очень тонкая доска. Она, когда грядка длинная, плохо держит форму. Сейчас я вам покажу, о чем идет речь. Я не знаю, видно вот здесь? Посмотрите, как изогнута грядка. Это уже получается какая-то лодка даже. Это не назовешь вот ровной грядкой. То есть земля распучила эту 5-метровую грядку, и за счет того, что всего 30 миллиметров толщина вот этого дерева, вот такой эффект. И у меня таких грядок несколько. Тут вот тоже есть, может быть, не очень заметно вот на этих грядках. Но мне вот эстетически это очень не нравится. Конечно, я смирилась с этим, что тут можно поделать. Пусть пока все так. Когда грядки придут в негодность, а это будет не скоро, я вам сразу скажу, тогда уже муж будет делать по-другому. Он учел, кстати, этот момент. И когда делал в прошлом году по осени грядки, он даже на 3-метровой грядке вот здесь вот еще сделал дополнительные из бруса штырь. И с одной и с другой стороны, потому что эти вот эти брусья в торцах грядок, вот они длиннее грядки сантиметров на 15 на 20 и вкапываются в землю. И когда еще посередине грядки брус вкопанный, то вот этого распучивания грядки не происходит. Поэтому остальные грядки, которые он не делал после тех лодок, вот хорошего вот такого вот вида. Так, это понятно. Лучше всего, на мой взгляд, взять толщину вот этих досок 40 миллиметров. И чтобы не заморачиваться, видите, как он собирал вот эти вот доски по 10 сантиметров. Есть доски сразу шириной 20 сантиметров. Я не знаю, с каких соображений он делал именно так. Скорее всего, так было просто дешевле. Вот, по крайней мере, на тот момент. Наверное, более широкая доска дороже стоила. Ну, конечно, возни тут вот так вот по 10 сантиметров-то побольше. Он стругал эти доски, шлифовал их и покрывал маслом специальным для террас, потому что доска покрытая таким маслом, долговечная, красивого цвета, и с ней ничего не происходит. Она не гниет, она не разбухает. Это уже я могу вам точно сказать, потому что вот этим 2 грядкам вот уже 4-й год. И они вот как были изначально, вот такие вот они и есть. Так. По поводу, какой же материал все-таки лучше и долговечнее, я не знаю. Делают и из плоского шифера, и сейчас появились еще какие-то новые материалы. И даже из обычного шифера люди делают, из волнистого. В любом случае, из чего бы эта грядка ни была сделана, все равно это очень удобно. Так, теперь, что касается длины этих грядок. У меня самые длинные грядки 5-метровые. Но хочу я вам сказать, для меня самые удобные 3-метровые. Оптимальный размер, хотя у меня здесь есть и 3,5 метра, и 2,5 даже где-то. Вот. Ну вот оптимально, считаю прям изумительным размером, это 3 метра. Удобнее всего. Со всех сторон можно подойти. И в ширину, кстати, метр. Но они у меня даже, когда не было высоких грядок, все равно все грядки у меня метр в ширину были. Чтобы можно было с любой стороны подойти и удобно было дотянуться до середины грядки. Так. Ну вот, собственно говоря. Я думаю, что примерно понятно
Свое мнение я высказала о грядках. Для меня это изумительно и предпочтительно, и я себе жизни без них не представляю. И не знаю, что я без них бы делала, честно вам скажу. Еще муж вот на месте вот тех вот временных вот коробов из фанеры они сделаны. По осени мне сделает еще 3 двухметровых грядки и еще одну грядочку метр на метр. И тогда я буду абсолютно счастлива. Весь мой огородик будет в таких вот прекрасных грядках. Ну, я надеюсь, что я ответила на вопрос зрительницы, которая просила рассказать мне. Если будут еще какие-то дополнительные вопросы, можете их задавать в комментариях. Вот, или свои соображения по этому поводу высказывать. Что вы думаете о высоких бортовых грядках? Я счастлива, что они у меня есть. Ну что ж, дорогие друзья, если это видео было вам полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на всех платформах. До свидания, до новых встреч!